Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 26 декабря 2024 года. В Башкортостане 10 часов, и мы на своем месте в программе «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Мы – это Евгений Коноплин. И Руслан Валиев. Доброе утро, друзья. Мы вас приветствуем в чате YouTube-трансляции. Тех из вас, кто продолжает смотреть в YouTube, а также рады видеть зрителей в телеграм-канале, где мы теперь тоже ведем прямые эфиры. Какое-то время я, видимо, буду напоминать всякий раз, где мы транслируем. Но это не значит, что нужно раз и навсегда перейти из YouTube в Telegram, друзья. Давайте все-таки стараться работать, скажем так, в традиционном привычном формате, общаясь между собой, делая программы наиболее насыщенными с помощью вашей обратной связи. Для этого все-таки в YouTube лучше смотреть. Поэтому средства обхода блокировок используйте насколько можете, насколько умеете. А если вдруг с этим есть проблемы, обращайтесь к нам. Можете обращаться лично ко мне с помощью нашего бота обратной связи в Телеграм-канале. Зайти в «Аспекты Башкортостана» в Телеграме, нажать на наименование, увидеть описание, и прямо там первой строчкой идет бот обратной связи. Те из вас, кто уже обратились, я надеюсь, получили ответ. Ну, в смысле, я уверен, что вы его получили, а вот насколько вы им воспользовались, это опять-таки вопрос. Поэтому жду дальнейшей обратной связи. Насколько помощь оказалась полезной, понятной, и теперь вы продолжаете, благодаря этой помощи, смотреть нас по старой схеме. Вот если так, то пишите. Если не так, тоже пишите. Какая в этом смысле разница? Нам нужно любую информацию собирать. Вот, ВКонтакте также нас можно смотреть, и даже в ТикТоке можно. Там кое-какие зрители стали появляться, несмотря на то, что каналу нашему в ТикТоке буквально 1,5 дня. Ну а мы, прежде чем перейти к повестке Республики Башкортостан, для затравочки послушаем, я предлагаю точнее послушать новости международные телеграм-канала «Эхо Новости». Итак, Министерство обороны отчиталось об уничтожении 5 беспилотников за ночь. 3 из них над территорией Волгоградской области. По данным властей региона, обломки одного из дронов упали на территорию неназванного промышленного предприятия в Котовском районе. Утверждается, что инцидент не затронул основные пункты производства и не вызвал возгорания. Перед затоплением сухогруза «Урса-Майор» в его борту появилась пробоина 50 на 50 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию владельца. В оборонлогистике рассказали, что края пробоины были рваные и направлены внутрь судна, а палуба усеяна осколками. Ранее в компании заявили, что причиной крушения сухогруза стал теракт. Правительство выделит на восстановление оккупированных территорий Украины почти 2,3 триллиона рублей до 2030 года. Такие сведения приводятся в опубликованном правительством бюджетном прогнозе, обратил внимание проект Ferry Daily. Журналисты отмечают, что это самая дорогая региональная программа. Для сравнения, на развитие Дальнего Востока будет потрачено в 5,5 раз меньше. Apple признала, что по требованию российских властей удаляет из App Store приложения независимых СМИ и VPN-сервисы, чтобы продолжать распространять контент в Российской Федерации. Об этом говорится в ответе корпорации на запрос «Репортеров без границ». Организация призвала Apple не подчиняться органам, которые не соблюдают международные стандарты защиты информации. Центробанк усилит контроль за открытием счетов в банках мигрантам. Как пишет РБК, такие меры направлены на борьбу с дроперскими картами, которые используются для проведения сомнительных операций. Для нерезидентов подготовят дополнительные способы проверки документов при открытии счетов. В Балтийском море произошел очередной разрыв кабеля. Как сообщает издание «Иле», вчера днем прекратилась подача электричества по кабелю Estlink-2, соединяющему Финляндию и Эстонию. Причина обрыва пока неизвестна, но у места, где он произошел, было замечено судно под флагом Гонконга. Похожие инциденты в Балтийском море произошли в ноябре и в начале декабря. В сирийской провинции
Тартус погибли 14 полицейских. По словам нового главы МВД страны, на них из засады напали сторонники свергнутого президента Башара Асада. Еще 10 силовиков были ранены. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, столкновения начались после попытки арестовать бывшего офицера пропавшего режима. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости», на которые я также рекомендую подписываться, для того, чтобы быть в курсе мировых событий, без купюр, без цензуры и с максимальным факт-чекингом. Вот. Ну, а мы, с твоего, Жень, позволения, давай перейдем к республиканской повестке. Да, давай перейдем и... Послушаем сначала отбивку, да? Господи. Угу, не забываем, пора бы уже это дело запомнить. Вот, давай, прежде чем ты начнешь новости читать, отреагируем на комментарии наших зрителей. Вадим пишет, как смотреть непонятно. Ну как же непонятно, Вадим? Но мы же всякий раз говорим об одном и том же. Но давайте все-таки решать вопросы. Надеяться на чудо, что смотреть просто так, как вы это делали раньше, получится. Нет, не получится. И надеяться на чудо уже не стоит. Нужно, как говорится, готовить способы, готовить варианты и смотреть уже с помощью этих самых вариантов. Пожалуйста, обратите внимание на эти слова. Это не ради красного словца, не ради там, каких-то отводов глаз. Это действительно серьезная проблема, которую нужно решать. Давайте все-таки делать так, как мы вам предлагаем, тем более совершенно бесплатно, удобно и доступно. Ну, а теперь к новостям все-таки, да? Тем более, что я среди своих знакомых, по крайней мере, задаваясь вопросом, как вообще YouTube работает, не работает, у всех, у кого хороший VPN, все, кто как-то занимались вопросами хорошей связи, безопасности, они все сидят, у них ничего не изменилось. Поэтому тут дело только в этом, и давайте обращаться к новостям. Администрация Калтастинского района заключили контракт на аренду и лизинг полноприводного кроссовера Хаваль F7 по, собственно, второй попытке. Так что все нормально. Мы тут израдовались, но, тем не менее, они оказались умнее. Собственно, автомобиль обойдется районному бюджету в 5 миллионов рублей. Срок лизинга 3 года. Как сообщала «Коммерсант Уфа» ранее, предыдущий контракт на лизинг Хавала, собственно, на сумму 5,5 почти миллиона рублей администрация расторгла по представлению прокуратуры, потому что надзорное ведомство усмотрело в закупке нарушения законодательства конкуренции, так как описанию товара соответствовал исключительно конкретный автомобиль повышенной комфортности, что ограничило круг потенциальных поставщиков всего-навсего. Вот мы вчера радовались, да, что прокуратура в этом смысле выступила молодцом. Но вот я только что внимание обратил, что ведь прокуратуру не сам факт покупки расстроил, скажем так, а тот факт, что просто конкурентные процедуры были нарушены, что заявка была оформлена и заточена под конкретную машину. Ну, соответственно, это же фигня, и эту оплошность можно исправить, подумали чиновники, и, судя по всему, быстренько ее исправили. Ну и, собственно, в пресс-службе администрации коммерсанту закупку не прокомментировали, сославшись на отсутствие информации. Связаться с управляющим делами администрации не удалось. Что мотивация в данном случае их нет практически, и мы видим то, что чиновникам опять действует, да, кому война, кому мать родна. И где, спрашивается, в этой ситуации ура, патриоты, все эти зетники, военкоры, которые должны прежде всего в такой ситуации активнее возбуждаться. Ну, у нас, наверное, к счастью, все-таки таких нет в республике. Вся Z-пропаганда у нас сосредоточена вокруг Хабирова, вокруг его чиновников и нескольких деятелей, с позволения сказать, журналистского цеха. Если можно, опять же, сказать, конечно. Да и то, судя по тому, как они себя ведут вот по таким вопросам, степень их
вовлеченности и искренности вызывает, мягко говоря, подозрение. Сомнение, точнее, да? Потому что те, кто искренне действительно ратуют за то, что творит ныне страна, они все-таки вот по таким болезненным темам реагируют, призывать к ногтю требуют нерадивых чиновников, поскольку страна, как известно, борется за выживание в кольце врагов и переживает тяжелые времена. Я надеюсь, вы поняли, что последняя это была цитата потенциальных вот этих вот охранителей из разряда Z-патриотов. У Вот. нас есть же два заклинания. Противоречь помоги, Путин помоги, Бастрыкин помоги, собственно, туда же. Поэтому я думаю, что в целом можно ожидать, что если бы эта публикация «Коммерсанта», а я вчера просто случайно на нее наткнулся в общем потоке, и, собственно, мы у себя выложили. Другие не выложили, надо понимать, что это тираж публикации не был большой. И, собственно, если он был бы большой, и огласка была бы, то я вполне себе допускаю, что на каком-нибудь оперативном совещании Ради Фаридович мог бы поднять этот вопрос, поругать, сказать, вы что делаете? У нас тут вообще-то хрен пойми, что происходит, а мы тут будем машины покупать. Но я думаю, правда, это на самой машине бы никак не сказалось, но поднять тему вполне себе можно было бы. Конечно. Но как-то вот люди обходят. Согласен. Вот, ну, продолжая нашу информационную повестку, в «Коммерсанте» вышла новость, на которой, опять же, нужно остановиться отдельно. Центр пробации для осужденных не откроют в жилом квартале Уфы. Правительство Башкирии отказалось от планов разместить центр пробации. Об этом сообщил заведующий отделом здравоохранения, труда и социальной защиты Республиканского кабинета министров Динар Валиуллин. Заявление он сделал на встрече межведомственной комиссии по реализации федерального закона о пробации с жителями микрорайона, где должно было заработать учреждение. Как сообщили в здании, где до 2022 года располагался Уфимский художественно-гуманитарный колледж. Мы с вами об этом говорили много. Я сам комментировал местами довольно эмоционально, на что, кстати говоря, зрители канала были в том числе и те жители, которые выступали против этого центра пробации. И надо сказать, они оказались правы в том смысле, что им удалось отстоять собственный интерес в данном отдельном случае. И я даже, наверное, вынужден где-то попросить прощения за отдельную излишнюю эмоциональность, когда я рассуждал на тему того, что эти люди опомнились поздно, что надо было там на выборы ходить, наблюдателями регистрироваться и бороться за свои права раньше, а теперь ишь чего спохватились. Примерно таков был посыл. Но опять же я прошу отнестись с пониманием к подобной оценке происходящего здесь и в целом, поскольку все-таки, если говорить глобально, по большому счету, мы все сограждане так или иначе причастны к той ситуации, которая сейчас сложилась, ввиду того, что не очень-то боролись за свои права на протяжении 2 десятков лет, если не больше, наверное, даже 23 года можно сказать, что привели вот к тому, что мы сейчас имеем. Вот. Соответственно, молодцы. Если удается местами хотя бы защитить собственный интерес, то это, хоть как-то, наверное, даже обнадеживает. Хотелось бы, чтобы такие примеры и самих людей вдохновляли на то, чтобы и дальше продолжать объединяться ради каких-то общих целей. Надо сказать, что во время кушта у меня что-то подобное в голове возникало, какая-то надежда, вот это вот какой-то оптимизм, тем более, что масштаб события же был ого какой. Но, как жизнь-то показала, видите, это особо ни к чему не привело. Поэтому в случае с центром пробации тоже, наверное, излишний оптимизм был бы наивным. Но, опять же, отдельных людей в этом смысле стоит действительно похвалить и за них порадоваться. Вот. И опять же повторить, что я не со зла, когда вот подобного рода саркастически пытаюсь реагировать на то, что происходит. Особенно понимая и имея опыт того, как вообще власти реагируют на людей. Чаще всего никак, чаще всего не реагируют. Но, видите, в данном случае получилось. Будем рады. Остановимся, как говорится, на этом.
Вот. Да, смотри, а если люди выходят за какие-то триггерные для себя ситуации, окей, они вышли. После этого требовать от них, чтобы они выходили по другим поводам и строили гражданское общество, наверное, не в то время живем. А Мгм. то, что они вышли против центра пробации, у меня вопрос один. А как это отличается от того, что в школы, в детские сады приходят те самые ветераны СВО, часть из которых это бывшие заключенные? И почему здесь общаться с детьми, иметь близкий контакт, это нормально, им ходить по улицам, это нормально, и максимально воспринимать их как, видимо, членов общества, а не каких-то отщепенцев. И тут нет никакой паники, все в порядке. А тут бывшие заключенные, да, они находятся в большом количестве на квадратный метр, так скажем, но тут у нас сразу паника, надо выходить на улицу и бороться. Окей, их выбор. Насчет того, что почему они не выходили на выборы и так далее и тому подобных, могу процитировать стихи одного из моих любимых поэтов Аруши, который, конечно, любит выразиться, и выразиться довольно резко, как ты знаешь. Вот. Но стих я считаю потрясающий. Звучит он так. «Я уехал, ты остался. Кто при этом обосрался? Здрасте, Гамарджоба, обосрались оба». Вот мне кажется, что в целом мы мало чем отличаемся и покрыли себя тем, что мы были наблюдателями, а люди как бы ели спагетти, оно не работает как будто бы. Но так или иначе, видишь, это я в целом с Хавалом и была подводка с «Путин, помоги», потому что здесь «Путин, помоги» сработал. Мгм. Ну вот и когда люди в ответ на претензии с моей стороны, например, отвечают, ну мы не можем ничего другого себе позволить, а вот в тех вещах, где можем, мы все-таки что-то делаем. В общем-то, аргументация понятна, и здесь, опять же, претензии предъявлять особо нет смысла и неправильно. Вот. А стишок прекрасный, и пример твой с заключенными, которые, побывав на СВО, приходят школы, тоже, по-моему, исчерпывающе добавляет красок к этой истории, особенно учитывая, что те самые ЗК, которые сходили в зону СВО, они, на мой взгляд, еще более опасны для общества, чем просто освободившиеся и пытающиеся встать на путь исправления с помощью центра пробации. Вот. Здесь можно спорить, наверное, но это точка зрения, оценочное суждение, если хотите. Вот. Дальше будем идти и обратим внимание на комментарии наших зрителей. Хочется надеяться, что Вадим, наш Ахмедзянов, разберется все-таки, да, с техническими деталями. Вот. Network спрашивает, когда будет эфир со стихами Жени, собственного сочинения. Жень, ответишь, будет ли такой эфир? Я не знаю насчет выходных, просто на самом деле мы, немножко заняты, так скажем, потому что и телеграм-канал надо вести, и в Ютубе появляться, и надо возвращаться с шортсами, потому что, несмотря на то, что время сейчас тяжелое для этого, но я думаю, что это поддержит и YouTube-канал, и, может быть, Telegram-канал, поэтому как будто бы не в приоритете это интервью у нас мало. Другое дело, что на следующей неделе там готовлю я гостей, поэтому вот это пока да. Насчет того, чтобы сесть в выходные и потрепаться, можно попробовать. Как-нибудь можно, да, согласен. Значит, тут еще по поводу поражающих элементов на фюзеляже самолета от дружественного огня Хаттабыч пишет, и Network тоже подводит нас к разговору о самолете. Ну, а что о нем скажешь? Вы сами на все вопросы ответили. Этот Embraer азербайджанских авиалиний, который пытался прилететь в Грозный, а прилетел в казахстанский Актау, потерпел катастрофу, и на его фюзеляже есть следы от какого-то там поражающего элемента, от шрапнеля, да, вроде как. Вот. И, все понятно же, разве есть какие-то вопросы с этим? Как бы, в какое время живем, такие и новости получаем. В этом смысле любой летательный аппарат на территории Российской Федерации на сегодняшний день, уж простите, законная цель и может оказаться в такой ситуации. Чем ближе к линии фронта, тем больше вероятность. Степень риска и степень готовности на этот риск идти каждый должен оценивать для себя сам, исходя из собственных потребностей. Вот. Но надеяться на то, что власть застрахует людей полностью и предотвратит подобные моменты, это глупо, это наивно, этого не будет.
И, в общем, каждый, в общем, отвечает сам за себя. Вот и все, что можно на эту тему сказать. Тем более, что у нас есть свои новости, мы к ним, наверное, обратимся и будем дальше двигаться по нашему плану. Ну, СВО. СВО. Что? могу дальше перейти. Да-да-да, продолжай именно. Ага. А суд Уфы отказал участнику СВО в удостоверении ветерана. Ленинский райсуд Уфы отказал военному комиссару Башкирии Михаилу Блажевичу, какая-то сербская прям фамилия. Истец пытался оспорить отказы в выдаче удостоверения ветерана боевых действий, а также взыскивал с военкомата 900 тысяч рублей, ни много ни мало компенсации морального и финансового вреда. По материалам дела, до участия в СВО истец отбывал наказание в местах лишения свободы. В мае 23-го был помилован как участник СВО. В решении суда говорится, что истец проходил службу в подразделении «Штурм Z» Минобороны РФ по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, который не тождественен контракту о военной службе. Вот, собственно, видимо, такая у нас формулировка. Размеры социальных, страховых и иных выплат граждан, привлекаемым к участию в выполнении задач СВО в составе штурмовых рот Z, определены решением Минобороны РФ. Иного обеспечения гражданам, привлекаемых к участию в выполнении задач, собственно, в том самом составе рот Z, не предусмотрено, заключил суд. Ага. Ну, что тут? Есть какие-то из этого выводы глобальные? То есть Шторм Z — это, я так понимаю, вот тут я не сильно секу, это подразделение, специально состоящее из зэков, и то есть у них нету тех каких-то выплат, тех статусов, тех регалий, которые имеют те, кто по контракту о военной службе пошел. Я правильно понимаю? Ну, судя по вот этому эпизоду, так. Хотя я слышал, в период, когда еще Пригожин качал права заключенных, воюющих в Украине, обещания звучали, что и вагнеровцы, и штормзетники, они в конце концов будут приравнены. И вроде бы в массовом порядке это уже случилось. Но почему вот такие отдельные эпизоды возникают? Ну, наверное, опять же, вопрос, на который не требуется ответа, вы сами все понимаете, почему возникают ситуации в виде исключений. Не хватает того парня, который защитит нас 25 тысяч, полетел на Москву. Ну да, да. С Пригожиным как-никак было чуть-чуть более разнообразнее, это если совсем мягко выражаться, но и даже где-то обнадеживающее было наблюдать на это все. Вот, военком Блажевич украинец, с Киева он, пишет нам Стобавовна, ни много ни мало. Вот так вот, к сожалению, бывает. Опять же. Биография, не требующая дополнительных пояснений и комментариев. Тем временем отдельно хочется отметить, друзья, то, о чем мы вчера говорили. Это очередные приговоры по баймакскому делу. В утреннем эфире мы их обсудили коротко, но тогда эта информация была предварительной. В конце концов, как и ожидалось, все было подтверждено. Аспекты опубликовали соответствующую новость. И мы констатируем теперь с абсолютной уверенностью, что сроки стали увеличивать. Это третий приговор всего по баймакскому делу, я напомню. Больше 5,5 лет до сих пор не присуждали, а вот здесь минимум 3 фигурантам дали по 8,5 лет. При этом фабула обвинения этих конкретных фигурантов, она, в общем-то, не отличается от других. Это участие в массовых беспорядках и причинение ущерба здоровью сотрудникам полиции. Причем причинение ущерба, не связанного как раз-таки со здоровьем. Там какая-то такая формулировка очень хитрая. То есть вроде как пытался напасть, ударить, как-то повредить, но в итоге ничего не получилось. И все живы-здоровы. Но раз пытался, изволь за это отвечать. Примерно вот в этом ключе все и движется. 8,5 лет в итоге... Об этом говорим только мы буквально. К сожалению, об этом не пишут даже СМИ, которые претендуют на звание независимых. Но я не знаю, в пруфах, в частности, я вообще об этом информацию не увидел. Почему, спрашивается, почему бы не сообщить жителям республики о том, что жителям республики же выносятся приговоры,
Не обязательно это все эмоционально окрашивать и обвинять во всех смертных грехах там Хабирова лично или каких-то руководителей. Новости сообщать надо, в конце концов, коллеги. Почему вы их игнорируете? Не понимаю. Хотя могу предположить, что вы продолжаете таким образом выстраивать линию защиты, надеясь на благосклонность властей, которые перестанут давить и выживать вас буквально из медиаполя и из республики даже, и из страны даже, наверное. Вот. А мы с вами имеем то, что имеем. Баймакское дело входит, скажем так, в свою самую кульминационную фазу. Судя по всему, таких приговоров станет много. Они будут выноситься массово. И вот эти сроки 5,5-8,5, они станут общим местом для большого количества мужчин из республики. Отдельно, знаете, почему я эту тему сегодня вновь повторяю? Потому что, ну, во-первых, могли вчера не все услышать. Во-вторых, хочется буквально несколько слов на тему того диалога, разговора, а кто виноват в этом? А виноваты ли в том, что эти мужчины оказались в тюрьме буквально и еще будут оказываться в тюрьме? Виноваты ли в этом те, кто информировал жителей республики о деле Фаиля Алсынова, о том, что 15 января 2024 года будет суд, что там люди собираются. Вот виноваты ли? Что вы на эту тему думаете? Ну, то есть лидеры протеста, грубо говоря. Вот и они. А есть ли такие лидеры? Я просто вот каждый раз, когда слышу этот пропагандистский нарратив, что некие там журналисты вражеских СМИ, имеется в виду мы, скорее всего, да, и некие перебежчики, националисты, работающие на ВСУ, видимо, Габбасов, иностранный агент имеется в виду, вот они, значит, людей собрали, подставили, а сами сидят там в тепленьких своих там уголках и посмеиваются со стороны. Но это настолько возмутительный бред, конечно же, на мой взгляд. Если говорить уж на то пошло про конкретные аспекты, мы вообще неожиданно обнаружили то, что люди собрались. Для меня, помню, 15 января вижу видеоролики, вот этот вот Юмагулов на снежной куче вызывает к Путину. Огромная толпа людей стоит и скандирует. Я был в шоке от того, что они там. Ну, то есть, аспекты не знали, что люди планируют собраться. Поэтому вообще обвинения в этом смысле никак неуместны. А то, что 17-го пришли те, кто были там 15-го, но опять же, для этого им не нужно было точно читать аспекты. В общем, и это, к сожалению, на тот момент, по большому счету, не была аудитория аспектов. Это тоже важно понимать. Нас все-таки в подавляющем большинстве на тот момент читали и слушали, ну, условно говоря, городская интеллигенция такого либерального пошиба, да, там сторонники. Малочисленные, надо сказать, да. Вот. А ваше нацдвижение, по большому счету, к нам относилось скептически, обходило стороной. Иногда, конечно, наши пути пересекались, но были сложности с этим. Вот. Поэтому, конечно же, эти обвинения беспочвены. Равно как и, на мой взгляд, тут я, конечно, не могу всей полнотой информации обладать, как условному к Руслану Габбасову, иностранному агенту, тоже же эти претензии никакого отношения не имеют. Я помню, следил за его каналами. Он, конечно же, подключился к освещению проблемы, но тоже собрать людей, я абсолютно в этом убежден, он там не мог. Просто потому, что не хватало охватов, просто потому, что жители республики, опять же, в том числе активные, которые вышли в итоге на этот протест, на мой взгляд, прекрасно знали, кто где находится, и в этом смысле к его призывам вряд ли бы прислушались. Какой охват у него у каналов был вот до 15 января? Я думаю, что там были какие-то копейки прям. Там и сейчас-то в Телеграм-канале сколько? 2,5, а в YouTube-канале, я думаю, до 15 января, собственно, у него, как и у нас, было минимальное количество подписчиков. И у других каких-то таких национальных, опять же, тут без негатива абсолютно, Руслан. Ну, как есть, конечно. Я не в отношении к тебе сейчас... отношение, может быть, к нему, если он смотрит. Но
у таких национальных уехавших, без, опять же, вот тут негатива, каких-то активистов и деятелей, в том числе политических деятелей, ну, не сильно складывается пока что с большими охватами. То есть, когда я смотрю там по другим нас республикам и по движениям, которые они составляют, то есть пиар-история пока не особо многочисленная. Но, собственно, после 15 января это стало таким катализатором. Собственно, мы выросли раза в 4-5 с того времени. И я думаю, что его канал ожил, и в целом вся вот эта вот история забурлила. Вот уж искать... Ну, у нас же любят искать каких-то виноватых в этом плане. У нас Березовский был какой-то там тайный профессор Мариарти, там теперь Ходорковский. Я думаю, почему Баймак, собственно, тоже не пририсовать к Михаилу Борисовичу, что это он, все иноагенты, создал всю вот эту историю. И ну, подожди, как говорится, дойдет и до этого, обязательно эти взаимосвязи будут найдены. Ну, как найдены, просто озвучены для того, чтобы... Пора бы добить историю, сказать, Габасов работает на Ходорковского, тогда все сольется в одну единую. Пазл будет сложен, абсолютно верно, конечно. Так, Вадим тут пишет, все уже попробовал, видимо, имея в виду сервисы VPN. Но вы как же, вот вы пробовали то, что я рекомендую, нет? Или это были вы, в том числе, кто просил помощи в Телеграм-канале? Если не просили, пожалуйста, напишите. Ты как будто запрещенные вещества рекламируешь, значит, типа, а вы попробовали то, что я вам предлагаю? Да, как думаете, будут ли... Network спрашивает. Ну, вы задаете глобальный вопрос, и не только про этих людей, а имея в виду баймакцев. Хочется верить в лучшее, но предпосылок на данный момент я особо не вижу. Оптимизма в этом смысле немного. И если на эту тему говорить, это же можно сколько аргументов за и против вспомнить. Для этого, в общем-то, недостаточно этого утреннего формата, когда мы просто отвечаем на вопросы коротко. Но если, опять же, коротко, повторюсь, действительно, лично у меня оптимизма нет, по-моему, у Жени тоже, поэтому мы... Ты эхо-новости читаешь, ребята решили скинуться несколько триллионов рублей, выкинуть на вот эти так называемые новые украинские области, которые они себе прихватили. Значит, деньги есть. Нет, насчет денег никаких сомнений, они есть. Вопрос в том, куда они направляются и на что используются. Ну, как бы. Хотя есть надежда, что они кончатся, и так или иначе ресурс исчерпаем. Вот вчера Всеволод Спивак в эфире на эту тему довольно-таки определенно высказался. Он говорит, что он лично, и в том числе уважаемые им специалисты в самом начале сказали, что на 2-3 года резервов хватит на то, чтобы чувствовать себя плюс-минус как всегда, то есть не чувствовать ухудшений. Но вот в 2025 году, если ситуация не изменится, а предпосылок, опять же, немного на изменения, ощущаться нехватка этих самых денег начнет. Посмотрим, осталось недолго ждать в этом смысле. Наверное, поэтому у нас 40% бюджета идет в оборонку, чтобы 25-й год, может быть, последний стал. Угу. Вот, я вижу, что у нас зрителей сегодня, конечно, меньше, к сожалению, чем даже вот в понедельник и во вторник резко стало меньше. Это, конечно, удручает. Ну что ж, ничего не поделаешь. Это касается не только нас, но и большинства наших коллег, скажем, по цеху, поэтому мы, несмотря ни на что, продолжаем работу, как я говорил, даже ради какой-нибудь одной семьи, где нас... Давай тогда, Руслан, сравним с тем, что было на «Эхо Москвы» в Уфе. Тогда всего было человек 100, сейчас мы в целом в моменте имеем человек 60. Нет, мы сейчас имеем 45 всего. 45 плюс 11-12 телеги, поэтому... Ну, может быть. Окей. Ладно, тем временем уфимская мэрия, наша любимая в кавычках, продолжает излучать оптимизм, продолжая выдавать новые разрешения, продолжая утверждать новые проекты застройки. На сей раз микрорайон на 33 тысячи человек спроектирован. И он будет находиться между Алексеевским и Затонским шоссе, а также некими новыми улицами под названием Уфимские Зори, Природная и несколькими еще новыми проектируемыми дорогами. Здесь 51 25-этажный дом
общей площадью 867 тысяч квадратных метров. Значит, также в этом проекте 3 школы на 4300 учеников. Всего там будет 6 тысяч учеников якобы в 2 смены учиться. Детские сады на 2300 воспитанников. И дальше, внимание, 7 25-этажных административных зданий. То есть это что, они там сити планируют возвести буквально? То есть 25-этажные административные бизнес-центры. Вы весь уфимский или весь республиканский бизнес собрались разместить в этих учреждениях в одном пятачке или что? Движение автомобилей предлагается организовать по Затонскому шоссе. Это магистральная дорога скоростного движения. Вау! А также по Алексеевскому шоссе, улице общегородского движения. Ну, здесь я как житель тех мест могу сказать, что даже без этого микрорайона, хотя это макрорайон, да, если взять эти вот 25-этажки, там уже Алексеевское шоссе стояло по утрам и по вечерам еще в 2022 году, после появления нескольких 12-этажных домов в ЖК 8 марта. А дорогу эту, Алексеевское шоссе, сроком на 8 лет отремонтировали, по-моему, в 21-м. Я тогда еще возмущался, и мэрии задавал вопросы, какого черта вы ее ремонтируете вместо реконструкции? Ведь вы уже должны видеть, что она не справляется с потоками. Но нет, у нас мэрия, руководство республики, давайте уже называть вещи своими именами, продолжает выдавать мегапроекты, разрешения на мегапроекты, но никак не думает о том, что инфраструктуру нужно готовить. Где во всех этих описаниях информация о том, что туда будет проложена, например, трамвайная линия? Ничего об этом нет. Они собираются использовать Алексеевское шоссе. А что такое Алексеевское шоссе? Это дорога по одной полосе в каждую сторону, на массового движения стояли. В общем, когда вот эти вещи видишь, сказать, что чума на оба ваших дома и здравого смысла, попыток как-то предусмотреть нагрузки, вообще как-то планировать собственную жизнь. И это город, это не какая-то дикая заброшенная территория, где нет законов, где нет управления, где все подчинено каким-то диким законам, как в бразильских фавелах, да, вспомним там Рио-де-Жанейро какой-нибудь. Там вроде как вот все пущено на самотек, и люди самоорганизуются. И всякое может быть. То есть нет смысла там ожидать организованности. Ну почему у нас, там, где все зарегулировано, гоняет, такие вещи, в принципе, возможны? Вот почему? Вопрос, опять же, риторический. Давайте не будем пытаться на него сейчас ответить, хотя ответы, опять же, как всегда в нашем случае, они, по-моему, очевидны. Все понимают. Но на таком проекте, по крайней мере, он же такой сильно бюджетный, и на нем можно, я думаю, неплохо заработать, потому что, то есть, противовес этому можно всегда дать деревню Жилино, где 1200 частных домов. Вот я недавно на новость наткнулся, но нет ни детского сада, ни школы. И люди выходят, что-то тоже требуют, и пытаются, собственно, пороги чиновников отбивают, ответственных за социальную инфраструктуру, но получают только отписки. Но построить там пару школ и 3 детских сада – это проблема. А создать огромный район с кучей бизнес-центров, только а где бизнес-то в России? Ну, конечно, есть, но мне кажется, что ситуация не столь прекрасная. У меня некоторые знакомые потихоньку оформляют израильское гражданство, кто все эти годы сидел и такой: Жень, да все-таки нормально. Едут и потихонечку его оформляют. То есть не все согласны с блогером в успехах промышленности, импортозамещения, развития туризма и прочих. Это исключительно такой маленький пузырь видеофильмского Фейсбука, собственно, куда он трубит с утра до ночи. А так-то какой-то особенно молодой класс предпринимателей, там до 30 лет, они, я думаю, в целом в Фейсбуке-то и не сидят на самом деле. Не наша соцсеть. И как бы тут все понятно. И, собственно, и с Кобзоном все понятно. Mm-hmm. Я пытаюсь понять, у нас трансляции. Тут люди спрашивают, что у нас... И я согласен, у нас вновь
траблы с качеством картинки. Даже у меня, где нет никаких проблем там с блокировками. Вот я, к сожалению, Модератор. согласен с Хаттабычем, и я не знаю уже, что делать мне с модератором в этом смысле. Ну, давайте уже как-то решим, друзья. И так у нас государство мешает, ну а сами разве мы можем мешать сами себе? Вот. Уфимцы, которые ждут новых 25-этажек, оказывается, будут зарабатывать в среднем 93 тысячи рублей. Вот так вот. Значит, данные о среднем предполагаемом уровне зарплат в 2025 году озвучил заместитель мэра Гарагим Кагир-Гаджиев. Вот у нас эта фамилия в информационном поле. Мы можем для себя с удивлением находить все новые и новые фамилии, и некоторые кажутся вполне неожиданными. Так вот, как считает чиновник, средний житель, соответственно, на протяжении года будет ежемесячно зарабатывать эти самые 93 800 рублей. При этом по итогам 2024 года средняя зарплата на предприятиях среднего и малого бизнеса составила 85 300 рублей. Какие неплохие суммы, слушай, звучат. И это цифры только официальные, получается, не учитывая какие-то левые схемы оплаты труда, конверты и прочее. Смотри, на самом деле, вот перебью просто, потому что есть такое слово нехорошее, оно называется МКСЭТ. И параллельно выкидывают таблицу, видимо, эта таблица, собственно, самими администрацией, и как-то один из слайдов, судя по всему. И вот тут 93,8, да, 2025 год 93,8. Что они пишут, где это среднемесячная? Это среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям. То есть не является ли это не общий средний, да, то есть не от нянечки в детском саду, заканчивая там, я не знаю кем, а 93,8 именно по предприятиям каким-то крупным и средним. То есть это не УМПОшники, ВПК и прочие истории, не про это ли говорят они? Что такое средний и крупный Нетворк пишет, кодировка не успевает. На мой взгляд, именно кодировка и не успевает в нашем случае. Я говорю про траблы в, значит, качестве эфира. С интернетом вроде как все-таки в порядке все. Но на Телеграме, я так понимаю. Ну, нет, да, нет, там тоже это все один источник, и проблемы они и там, и тут есть. Ой, ну ладно, пока в моменте ничего не исправишь, но надо думать, я с этим полностью согласен. Вот, вот по поводу денег дальше давай продолжим. Башкирские врачи воровали из бюджета России. Вот так вот ни много ни мало пишет автор издания «Медиакорсеть». Вот. И, судя по всему, автора, знаете, как зовут? Что интересно, Анжелика Барабаш, дочь Владимира Барабаша, того самого бывшего председателя Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Но не суть. Главная новость. В Бирске перед судом должна предстать семейная пара, которая, по версии следствия, проворачивала хитрые аферы с медицинским страхованием. Вот так вот. Будучи руководителями медорганизации, супруги, как утверждает прокуратура, на протяжении нескольких лет обманывали государство. Они вносили в специализированную программу ложные сведения о якобы проведенных процедурах и обследованиях пациентов. Таким образом, они получали деньги от территориального фонда обязательного медстрахования республики за услуги, которые фактически не оказывались. Более того, мошенники отправляли в фонд списки граждан, которые уже оплатили услуги средств. Таким образом, они зарабатывали дважды за одни и те же медпроцедуры. То есть люди, если простым языком, вот в эту систему Промед, да, единая врачебная система в России, выносили данные о вас, по сути, да, о нас, может быть, даже, якобы мы проходили процедуры и за это получали деньги из бюджета. Прекрасная схема.
очень много людей, ведь кто в этой системе зарегистрирован, ну, я, например, да, и ты, Жень, но мы физически не можем получать медицинские услуги на родине. И почему бы условному врачу, любому участковому там, или главврачу не получать деньги за нас? Мы ничего не потребуем, не вскроется эта схема ни за что, никак. А деньги получать можно. Потрясающие, потрясающие, конечно, у нас талантливые жители в стране и республике. На сумму более 470 тысяч рублей. То есть 10% от Хавала они в целом себе присвоили. Я бы на месте Медиакор сети посмотрел бы еще какие-то преступления, которые в республике, в частности, происходят. Возможно, до бедных врачей мы не дойдем никогда. Которые... Ну да, есть. В общем, эти самые более существенные герои с криминальных сводок. Согласен. Что у нас тут? Важных новостей не так много, но что еще сказать? Строители трассы М-12, той самой великой стройки века, покинули рабочую базу в Башкирии, не дождавшись зарплаты. Помните, мы говорили о том, что они к Путину обратились, потом мы говорили, что это сработало, и им зарплату стали выплачивать, но, как выяснилось, заплатили только часть. Остатков они не дождались, но поскольку какие-то деньги в кармане завелись, смогли себе позволить уехать по домам, видимо, перед Новым годом, чтобы не куковать в этих вагончиках на протяжении всех каникул в чистом поле, где ветер свистит и метели воют. Мы уже уехали, городок закрытый и уже опломбированный, то есть там никто уже не живет. Мы уже там быстрее, ноги в руки и уехали оттуда, рассказал рабочий из Краснодарского края. Остались должны, и всем также практически никому за ноябрь и за декабрь не выплатили. Когда перечислят остальное, никто не знает. Компании тоже ничего не говорят. Ну что ж, когда соберетесь обратно, снова записывайте обращение. Ну, не могу я не шутить на тему этих самых обращений. Ну, что поделать. Уж такое отношение. Хотя работает же, но это единственное, что работает. Можно понять. Поэтому записывайте на полном серьезе. И тогда, глядишь, остатки зарплаты тоже будут выплачены. Иначе... Руслан, давай так. Челобитное – это, конечно, все очень грустное, только челобитную у нас записывают даже лидеры несистемной оппозиции, которые в марте собираются делать митинг, у которого основной лозунг «Владимир Путин, выведи войска с Украины». То есть, не то же ли самое, да, ты хочешь сказать? Ну, вот даже если люди, окончившие прекрасные вузы, самые вообще чистые, светлые люди, обмененные на каких-то убийц из Германии, приезжают туда, и, собственно, только они начинают оживать и осваиваться, спустя несколько месяцев они начинают делать челобитные. Ну, это как бы значит уже в целом что-то, может, со всеми с нами не так. Ну да. Очень хорошее сравнение. Ильгиз Мансуров, здравствуйте, да, здравствуйте. Ну вот, рады вас видеть, даже к концу эфира, это тоже замечательно. Вот, ну а у нас тут городские электрички продляют до станции Иглино, ни много ни мало. Давайте все-таки, о плюсах, что ли. Все-таки вот эти вот новые ласточки, которые помогли вывести, судя по всему, Шакшу, так или иначе помогли в период закрытия моста, их теперь продлевают в формате городской электрички до Иглино, значит, и цена теперь вот это вот 40 рублей наличными или банковской картой, или 35 рублей со скидкой по Алге, она будет действовать буквально до Иглино. А до сих пор до Иглино нужно было ехать за 80 рублей примерно, пишут аргументы и факты. Таким образом, транспортная связанность и доступность становится чуть лучше. Плюс услуга «Счастливый час», возможность пересесть с электрички по этому же билету в автобус также сохраняется. То хоть какие-то признаки цивилизованности, знаете ли, добавляет все-таки в транспортную систему родного города и республики. При этом, конечно же, это не отменяет общей оценки состояния транспорта, когда я говорю, что реформа провалена. В этом смысле вот этот небольшой факт, о котором мы сейчас сказали, ситуацию не исправляет, безусловно. Но какие-то элементы обнадеживания возникают. Вот. Отдельно взятым людям все-таки становится реально удобнее.
Что у нас? Да. Вот так и наши земляки с нефтеносной Сибири без денег возвращаются с вахты. Потом прямая дорога, контракт на СВО, пишет Стобавовна. Да, опять же, судя по всему, у вас есть какие-то данные, да, какого-то вы знаете, видели, но далеко ходить не надо. У меня есть тоже знакомые, хорошие знакомые, которые до войны занимались активно вот этой работой, скажем так, организацией вахты на севера, чувствовали себя очень неплохо, уверенно в финансовом смысле. Но как только началась эта история 24 февраля, было видно, насколько им интереснее переквалифицироваться, скажем так, из рекрутеров военнослужащих в рекрутеров, точнее наоборот, из рекрутеров вахтовиков в наемников буквально на войну. Не знаю, там, может, как все это сложилось, им хочется перейти из мирного созидательного труда, вполне себе высокооплачиваемого, в МАГО, в сторону вот, еще более высокооплачиваемого труда, если можно его так назвать, в зоне военных действий. Вот. Дальше что у нас есть? ЮТВ довольно милую новость публикует. Не мог пройти мимо, как выпускник аграрного университета, прям-таки растрогался, видя эту новость. Называется она «Познакомьтесь с 19-летней трактористкой из Уфы». Зовут девушку Марина Потапова. Она мечтает открыть в Башкирии фермерское хозяйство. Ей 19 лет. Она приехала из Челябинской области и поступила в аграрный университет на агротехнику. В наше время это был агрономический факультет. А с начала декабря девушку заметили за рулем трактора, на котором она убирала снег на улицах Уфы. Такая картина сильно удивила уфимцев. Сама Марина, кажется, не в восторге от такого количества камер. Я когда в первый раз выехала, господи, меня прохожие так много снимали. Меня никогда так много в жизни не снимали. Я сначала думала, господи, я, наверное, что-то не так сделала. Только что же нормально все было. Только что же все нормально было, блин. А потом смотрю, они смеются и улыбаются. Мужики удивляются, смотрят и вот так вот палец показывают. Я, только на работу устроилась, а уже везде. Пацаны с прошлой работы пишут: «О, тебя к нам в группу скинули». В общем, журналисты ЮТВ провели с ней часть ночной смены. Она говорит, что именно в это время ей больше всего нравится работать в городе. Днем после смены до 8 утра она отдыхает. Работу с графиком 2 на 2 она совмещает с учебой в университете. Все ради того, чтобы лучше освоиться в сельхозиндустрии. Тут довольно большой, милый, душевный репортаж. Действительно, девушка милая. Смотри-ка, розовых волос. Этого она работала как она. Не, ну это, конечно... Мило. Так что, что тут скажешь? В принципе, вот радуют такие вещи, что люди иногда... Это шаблоны, что ли. И это не только где-нибудь в США происходит. Я в Инстаграм запрещенном подписан на девушку хрупкую из Казахстана. Она вводит трак, этот огромный, длинный трак в США. Там длина 50 метров, да, вот, чем колесо. И мне кажется, что любой крупный человек на фоне этого гиганта, он теряется. А тут девочка, реально, мне по грудь, наверное, хотя я сам всего 176 сантиметров. И вот такие примеры, они как-то, не знаю, в нынешней ситуации, в сложном этом ужасном мире, они как-то отвлекают, заставляют улыбнуться. Я подписываюсь, когда вижу такие аккаунты, потому что иногда хочется немножко отвлечься. И вот подобного рода истории, они действительно вдохновляют. И вот этой девушке из Уфы, из Челябинской области, точнее, наверное, тоже стоило бы показать свою работу в форме блога. Я не мог не пройти мимо новости, которая тоже кажется такой немножко проходной, но она мне абсолютно непонятна. То есть от начала до конца у меня вопрос «Зачем?». Собранный школьниками Уфы конструктор несли в Книгу рекордов
России. Ага. 25 декабря, естественно, в Уфимском дворце борьбы. Там сейчас все происходит. У меня какие-то знакомые там работают. А на городском празднике 1146 детей установили мировой рекорд по массовой сборке конструкторов. То есть каждый там, собственно, показывают парты, на каждой парте по 3-4 человека, и каждый вот собирает свой конструктор. Вот они собрали эти 1150 детей, и каждый классно, конечно. Собственно, организаторами мероприятия выступили правительство Республики Башкортостан, благотворительный фонд «Территория счастья» и российский бренд конструкторов «Рубрик». Поддержал проект международный аэропорт имени Мустай Карима, фиг бы с ним. Ну, то есть я пойму, если это история исключительно вот этого бренда «Рубрик», которые пришли и сказали: дорогие друзья, вот у нас тут рекламная какая-то акция, поддержите, и мы это подведем к какому-то вот типа рекорду. Окей, но если это не совсем так, то тогда я не понимаю, какой из этого физический смысл. То есть показать, что у нас дети, они настолько вообще нация инженеров, что аж конструктор собирают. Причем не факт, что они его соберут, какая разница, они же собирают его. То есть, ну, как бы, рекорд есть, молодцы. Ну, это, скорее всего, часть так называемого импортозамещения. То есть, видишь, тут подчеркивается российский бренд конструкторов «Рубрик». Я вот такой застать не успел. Судя по всему, это что-то предположить. Нет у меня стопроцентной уверенности, ведь компания Lego ушла из России, по крайней мере, официально. Вот. И раз импортозамещение, то это богоугодное дело, так скажем, ну, в кавычках, разумеется. И можно под это дело и детей подтянуть, и СМИ подтянуть. И вроде ты коммерческая компания, но в этом смысле ты является подтверждением успешной генеральной линии партии, назовем это так. Конечно, это все не так. Я надеюсь, вы, друзья, понимаете наше к этому скептическое отношение, но мы пытаемся объяснить то, как мы это видим и представляем с точки зрения действия самой компании, организаторов и российских властей в целом. Вопросов. Они выживают как могут, торгуют чем могут, и как бы, ну, и ладно. Вполне себе им же надо как-то на чем-то зарабатывать. Вот конструктор придумали. Но вот эти вот рекорды бесконечные, собрать кучу несчастных школьников, поставить перед ним, я представляю, как это было. Собрали школьников, поставили на парты конструкторы, мол, да дети, вот пустили в зал центр борьбы, в который вбухали миллиарды, и вот они в этом центре, собственно, что-то там побегали, пособирали, побросали друг друга этот конструктор, и, собственно, вот тебе рекорд. Мероприятие сделано. Ну и видео там минимальный какой-то хронометраж, вот у ПРБ 9-секундное видео выложили. Вот тут Вася Иванов говорит, что за негатив? Дети собирали конструктор. Это прекрасно. Вот смотри, почему у нас не даже в такой ситуации не наряжает военную форму. Сиди и радуйся. Что жалуемся? Ну, есть на что жаловаться, на самом деле, конечно. И отсутствию, ну, вот эти... Ну, слушайте, этому можно час посвятить. Начиная с вопросов, что за рекорды России, во-вторых, зачем они нужны, зачем этих бедных детей вместе сгребать в каком-то центре с этими конструкторами, хотят они его собирать, не хотят. Не, ну, наверное, все-таки давай, хотели, но уж из-под палки не сгоняли, но дети по приколу все-таки это сделали. Единственное, вот все-таки я соглашусь, меня печалит тоже, что, скажем, страна в итоге изолируется и вынуждена придумывать какие-то альтернативы. Сами по себе альтернативы – это хорошо, это конкуренция, это развитие, но когда это происходит вот по таким неестественным причинам, когда компании хорошие с мировым именем вынуждены уходить не потому, что вот просто они решили уйти, рынок плохой там и так далее, а вот политические причины заставляют. Вот это удручает. Это и авторынка касается, и всех других рынков, которые в стране живут сейчас
непонятным каким-то вновь придумываемым на ходу правилам. Вот это минус. Вот видишь, Василий Иванов пишет, что дети взаимодействовали, социализировались. Я помню, как нас сгоняли на эти тюзы, на какие-то спектакли, на которые никто не ходил там в январе там, или еще куда-то, что надо, из-под палки вели, а дети хотят играть, гулять, и я не знаю. И плюс еще, извините, у нас система образования сейчас так выстроена, что дети чуть ли не со 2 класса к ЕГЭ готовятся, потому что кто получит там в аттестате там какую-то лишнюю тройку, их 10 класс не возьмут и так далее. Огромное давление. И ну, вот у меня к этому есть вопросы. Ну ладно, хорошо. И понимаю, что вопросы у тебя есть. То, что дети должны общаться, из того, что есть, нашли детям занятия, пишет Вася. Ну, тоже есть в этом логика. Тут, опять же, категорически пытаться опровергнуть эти тезисы я не вижу смысла. В них есть логика. Вот. А давайте, друзья, будем закругляться. Наши технические проблемы, мягко говоря, никуда не делись. И это отдельное беспокойство вызывает. И это повод расстраиваться. Но я надеюсь, хотя бы слышите периодически то, что мы говорим. Осталось вам напомнить, что впереди у нас сегодня программа «Аспекты мнений». В 12:30 политолог Николай Евдокимов, с которым мы планируем подвести итоги года. Вот. Надеемся на ваши лайки, на ваши комментарии во всех местах, где это возможно. Благодарим за внимание и прощаемся. Да, всего вам доброго. Подписывайтесь на телеграм-канал, следите. Интернет, надеюсь, поправим. Пока.